Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто мечтает о вас дни и ночи напролет? Кто этот человек? Расскажет ли он вам о своих чувствах, о своих мечтах? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о каких мужчинах думать не надо. Просто загадайте на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Но это не мужчина, это какой-то рок изобилия. Либо он готов бросить все к вашим ногам, лишь бы вы на него, не знаю, внимание обратили, позволили быть с собой рядом. Слушайте, ну вот он стоит и рок изобилия, вы видите? Либо он вам готовит какие-то изобильные подарки, да, вот прям денежку собирает, копит, и будет вас добиваться. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Во-первых, сразу хочу сказать, что отсыпка у нас общая. И здесь у нас выходит именно собирательный образ мужчины. Вы, девочки, все разные. У кого-то отыграется, что мужчина вам знаком, но по какой-то причине не может быть рядом с вами. Либо вы его не принимаете, либо так сложились обстоятельства, и мужчина вот оказался где-то за пределами досягаемости вас. Да? Уехал в командировку, живет в другом городе, живет в другой стране. Может быть, в интернете вы с ним познакомились, общаетесь. Может быть, вы раньше с ним общались. Может быть, он где-то работает вахтовым методом. Ну, понимаете, у каждой по-своему отыграется. Мужчины рядом с вами сейчас нет. В вашем пространстве его нет. Он где-то находится. Издалека он за вами следит, он за вами наблюдает. Издалека он вас любит, издалека он о вас мечтает. Но я вам сразу честно заявляю, что этот мужчина вот как может, так и приближает день вашей встречи. Он прям цель такую себе поставил, что день вашей встречи будет самый яркий, самый насыщенный, самый счастливый день и для него, и для вас. По крайней мере, он все, что может сделать, все усилия приложит и вложится в этот день просто капитально. Я имею в виду материальные вложения. Да? То есть денег потратить немерено. Вот. Так что, девочки, день этот не за горами. День этот наступит под какой-то праздник. Но вы все разные, все живете в разных странах. Вот будет какой-то праздник, общий праздник, не только ваш, но и, например, там, в вашем городе, в вашей стране. Да? Вот что-то прям такой грандиозный праздник. Под этот праздник, то есть за несколько дней до этого праздника мужчина появится лично, такой живой, понимаете, можно будет его потрогать, пощупать, перед вами появится. Для него принципиально важно, либо он себе так прям наметил, обозначил, что этот праздник он должен встретить именно с вами. Мужчина появится, как я сказала, с другом изобилия и щедро будет посыпать вас и подарками, и цветами, и комплиментами, и любовными уверениями, заверениями, и даже просто деньгами. То есть, идет, понимаете, денежка идет, все идет. Здесь мужчина вывернется наизнанку для того, чтобы вас удивить, покорить и в себя влюбить, если это необходимо. Если вы уже влюблены, то, конечно, закрепить эту любовь. Да. Он мечтает именно об этом дне, когда он появится перед вами. Вот прям какую-то программу рисует у себя в голове, да, вот какое-то триумфальное появление, весь такой в перьях, в блесках, там эти деньги вокруг летают, да, вот так он себе это видит. Значит, девчонки, о чем он в целом мечтает, кроме этого появления? Мечтает о вас, о вашем сердце, о вашем теле, о вашей душе. Я не знаю, как по-другому это сказать. Вы ему нужна целиком и полностью. Целиком и полностью. Его цель – это то, чтобы вы его любили. Любили так же сильно, как он любит вас.
жить с вами в унисон, на одном дыхании, долгую счастливую жизнь. Вас он выбрал, вас он, только лишь вас он видит своей женой, судьбой, да, женщиной, подругой жизни, да, верной спутницей жизни. Только вас видит. Никакие другие женщины не интересны, не важны, да он их вообще не видит. Они все для него на одно лицо, понимаете? Вот так идет. Так, что касается вашего отношения к этому мужчине, а вы на него обижены. Вот вы от него так отвернулись и говорите: фу, 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 вы на него обижены. Может быть, потому что он далеко от вас. Может быть, потому что он не дает вам в моменте здесь и сейчас того, что вам нужно. Ну правильно, он же там к празднику готовится. Нет бы вот сейчас с вами поговорить, либо сейчас быть с вами вместе, закомплиментить, там, как-то поддержать вас. Он этого не делает. Он этого не делает. И это большая ошибка с его стороны. И он даже не понимает, что вы на него обижены. Не понимает. Он в упор этого не видит. Ну, ему кажется, что вы такая и есть, что вы такая холодненькая, да. Есть женщины горячие, эмоциональные, а есть холодные. Вот он думает, что вы холодная. Значит, как-то вы не обозначили свою позицию, либо доходчиво не объяснили этому мужчине, что вы реально на него обиделись. Это ваш минус, это ваш, девочки, косяк. Ну, шучу, конечно, но тем не менее. Если бы он знал, что вы на него сейчас обижены, ну, конечно бы он вел себя по-другому. И, конечно бы он, может, и раньше бы приехал, да, либо раньше бы все это проявил. Девочки, надо говорить, надо все говорить и проговаривать. Мужчины, они не способны к тому, чтобы читать чужие мысли, быть эмпатами и считывать информацию. Это для них вообще что-то невообразимое. Поэтому не надо, как это говорится, вгонять его в грех, но не может он этого делать. Надо четко говорить, четко и ясно. Я обиделась, потому что это и это, так и так. Ты там то-то сделал, того-то не сделал. Я обиделась. Это будет более продуктивно, и это будет более и законно, и справедливо, потому что мужчина просто сейчас летает в облаках, он все время в этих мыслях: вот я там приеду, вот я ее там расцелую, обниму, у нас там с ней все случится, она счастливая, вся в подарках, вся в цветах, в слезах от счастья, и я в слезах от счастья, и мы вместе от счастья плачем, и все у нас так классно, и мы единое целое. Ну, просто, знаете, такая сопливая романтика. Вы уж извините, я просто такого не люблю, но я это вижу. И, боже мой, это сводит с ума. Так, что еще? О чем он еще мечтает? Сейчас у него либо есть, либо в ближайшем времени появятся деньги. Вот он мечтает, чтобы этих денег как минимум раз в 5 стало больше. Ему нужны большие деньги, и ему очень хочется иметь эти большие деньги для того, чтобы и самому жить хорошо, и вам дать тот уровень жизни, которого вы достойны. Здесь, в принципе, вы все разные, у каждого мужчины свой способ заработка, да, получения этих денег отыграется, но тем не менее, есть, такое и есть. Девочки, вы его, пожалуйста, предупредите, что всякие незаконные схемы, всякие там обходные маневры, они не приведут его к заработку, скорее приведут его к потерям. Здесь четко показано, что в погоне за какими-то крутыми деньгами, большими суммами денег, человек может попасть в большие-большие неприятности, либо минуса, то есть, да, потери денег. Могут обмануть, могут подставить, подвести, там, на штрафы попасть, на всякие разборки попасть. Оно ни к чему. Пусть он делает то, что делает, пусть лучше эти деньги копит и собирает. Да, вот именно честным правовым путем. А вот эти горячие деньги через какие-то махинации, нет, именно у него это не получится. Вы ему так и передайте. Вот. Ну и скажите ему, что я человек адекватный, конечно, я хочу жить лучше, конечно, я хочу там люксовые условия, но я могу потерпеть, да, я могу потерпеть, и ты, пожалуйста, там с правового пути не сходи, пусть все будет честно, для меня важнее, чтобы тебя там не забрали, не посадили, не арестовали, для меня важнее это. Так, еще. Вы должны знать, что этот мужчина мечтает о вас, а об этом мужчине мечтает какая-то другая женщина. И
к сожалению, она сейчас рядом с ним. То есть как-то путается у него под ногами. Он ее всерьез не воспринимает, он ее скорее как жалеет, думает, ой, несчастная, влюбилась, да, либо она в принципе несчастная женщина. Но тем не менее это есть. Это есть, это присутствует. Пусть он от этой женщины ничего не берет. Вообще ничего не берет. Ни еды, ни питья, ни каких-то предметов гардероба. Тоже его предупредите, запугайте его, не знаю, припугните, скажите, хочешь, чтобы у тебя в жизни было все хорошо, и у нас все было хорошо. Нет каких других женщин, прям именно от женщин, ничего не бери. Ни еду, ни одежду, ничего. Вообще ничего. Потому что там женщина отчаянная, она прям влюбилась в него, она его себе хочет. Да, и ради этой цели может пойти даже на неправомерные поступки. Ну, например, там, опоить, прикормить, либо на какую-то вещь ему сделать. Поэтому не надо, предупредите его. Мне не нравится эта женщина, мне не нравится ее это отчаяние. И такая она, знаете, не могу сказать, что и плохая, но каждый борется за свою любовь как может, как знает, как умеет. Это вы должны знать. Так, давайте я еще на оракулах посмотрю. На его мечты. Ну, шучу, конечно, не на мечты. Я хочу посмотреть в целом на него, на вас, на вашу совместимость и на ваше будущее. Давайте лучше посмотрим, удастся ли ему вас удивить вот этим приездом, подарком, то, что он там готовит, рог изобилия. Так, удастся ли ему удивить вас? Так, девчонки, но он вам, в принципе, без подарка очень нужен. Я вот вижу, что вы по нему скучаете. Вы по нем скучаете и прям заждались его. А он вам до последнего, наверное, не будет говорить, когда он приедет. До последнего. Прям, знаете, такой партизан будет скрывать. Либо вообще скажет, я приеду через неделю, а сам приедет в тот же день. Шутник. Что-то тут какие-то трудности показывают на его дороге, на его пути. Что за трудности? Хе-хе. Ой, девочки, у вас скоро встреча будет с каким-то человеком. С человеком, женщина, мужчина, неважно. Вы смотрите, ничего лишнего не говорите. Потому что человек может вашу информацию перековеркать и как-то неправильно подать загаданному мужчине. Знаете, из серии, что она тебя не ждет, а ты ей не нужен, да у нее там уже 10 других появилось, либо она там тем-то занимается, сем-то занимается. Слушайте, вообще лучше ничего не говорите, потому что как будто бы кто-то может влезть в ваши отношения, либо случайно, либо специально, и как опорочить вас перед этим мужчиной, который мечтает о вас. Да, и это может все осложнить. Вот мне это не понравилось, честно. Видите, как предупреждают вас. Так, что еще? Блин. Ну, подарки будут, приезд будет, но мне почему-то идет информация, что кто-то вас опорочит в его глазах. А вот ему какую-то информацию сообщат, либо вы какую-нибудь фотку там провокационную выложите, и могут быть проблемы с этим. Девочки, девочки, сейчас ваше будущее, ваша судьба в ваших руках. Пожалуйста, я вас умоляю. Никакого компромата, никаких опрометчивых поступков. И уж тем более не болтайте попусту. Особенно с такими, знаете, случайными знакомыми. Потому что явно что-то здесь вот прям предупреждают. Опять идет такая карта. Да, опять идет то же самое. Так, девочки. Кто там рядом с вами крутится? Какая-то варюшка, злодюшка рядом с вами крутится. Слушайте, возможно, даже уже сейчас этот человек вынашивает планы, как вас, не знаю, опозорить, либо разлучить с тем, кто о вас мечтает. Получится ли? Но пока есть шанс. Есть шанс избежать плохого. Слушайте, молчите, молчите, ничего не делайте. Общайтесь вот этим, если вы общаетесь. И никаких провокаций. Береженого Бог бережет. Ладно, как у вас там все будет складываться?
Кому-то не нравятся ваши отношения, кому-то прям не нравятся, не нравятся. Вот смотрите, я говорю, выходит эта женщина. Женщина, которая ждет, пока вы расстанетесь. Хотела бы похоронить ваши отношения, чтобы ничего не было. Так, мои хорошие, ой, сразу перевернулась карта путешествия. Слушайте, ну он уже практически едет. Он точно приедет, и это будет что-то необычное, потому что едет на воздушном шаре. Так, хорошо, ваши отношения. Вот опять показывает человека, который пытается вмешаться, который пытается манипулировать, играть и все разрушить. Есть недоброжелатели. Либо это вот эта женщина, которая его хочет себе забрать, либо даже с вашей стороны есть человек, который не желает вам счастья и который хотел бы, чтобы вы были одиноки. Так, ну вот у вас скоро разговор состоится, и вот он вам будет обещать, что я приеду. Слушайте, он приедет и предложение вам будет делать, и он обсыпать вас всеми благами, всеми подарками, всеми цветами. Хорошо, хорошо. Еще хочу посмотреть. Ну вот. Вот оно, ваше будущее. Любовь любовная, счастье счастливое. Встреча, встреча. Мужчина, смотрите, какой галантный, шапку снял, летит на воздушном шаре к своей любимой женщине. Красота. Девчонки, могут быть какие-то, вот как я сказала, да, неприятные новости. Мужчина может написать, что типа я там задерживаюсь, меня задерживают, там 5-10. Вы, пожалуйста, не реагируйте. Или просто скажите, а я все равно тебя жду. Вот как сможешь, так и приезжай. Я тебя жду. Я тебя жду и буду ждать. Ждала и буду ждать. Поверьте, вам это отыграется. Если вы начнете скандалить и говорить, а как так, я тебя жду, а ты такой-сякой, там 5-10, то вы можете раньше срока поссориться, и все это испортится. Да? Испортится ваша эта встреча, испортится сюрприз. Он уже как-то косовато будет на вас смотреть. Вы на него недоверчиво будете смотреть. Не надо. Он едет, он летит. Что бы он там вам не сказал, как бы он там не пошутил, не разыграл, так и говорите по-доброму, по-приятному. А я тебя жду, а ты мне нужен, а я там тоже соскучилась. Да? И тогда все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.